Первый денек, первые шаги. Самым-самым первым делом мы идем делать сим-карту Verizon. Машины пока нету, ну, как видите, одноэтажная Америка, поэтому до ближайшего отделения нам идти 2,8 километра, примерно 35 минут. Друзья, да, это надземный переход через хайвей, фривей, не знаю пока, как они правильно называются, из частного сектора. Откровенно говоря, я не знаю, чем отличаются операторы. Verizon, как самый лучший по качеству связи, рекомендовал Taran, но и предупреждал, что он самый дорогой. Поэтому не пугайтесь ценам тарифов. Еще нам предстоял квест с получением подтверждения адреса для того, чтобы дальше получить банковскую карту. В общем, у нас уже получасовая проблема в Verizon. Нам нужно подтверждение нашего адреса, которое пришло мне на email, но нам нужно Колина подтверждение, чтобы оформить дебетовую карту. Но сотрудники Verizon не могут нам просто распечатать email, потому что он почему-то не пришел Коле, но он пришел мне. И сотрудница, которая нас не оформляла, не имеет доступа к нашей оформленной информации. Точнее как, она почему-то имела доступ к моей информации изначально, но к Колиной она не имеет ничего. В общем, мы сейчас ждем сотрудника, который оформлял нас, и будем спрашивать его, где наш имейл с нашим адресом корректным. Ну и, конечно, точно ли проблема в этом? Потому что пока вообще все как-то очень-очень-очень непонятно. Честно сказать, не хочется комментировать эту ситуацию. Так, в общем, не совсем билл мы получили, но вроде как есть бумажка о том, что аккаунт в Verizon активирован, что вот имя, фамилия мое, такой-то адрес. Конечно, не указано особо, где Verizon, и в принципе все это выглядит так, как я мог бы сам это распечатать, но окей. Забежали сейчас в Wells Fargo, это второй шаг, то, что надо открыть банковскую дебетовую карту, not credit. Ну, тут, к сожалению, все сотрудники заняты, то есть мы поговорили с одним, он сказал, что достаточно просто ID, не нужен вроде как proof адрес and social security, ну, естественно, для дебетовой social security не нужен, но сотрудники все заняты, и вам нужно назначить appointment к сотруднику на понедельник или вторник. Сейчас попробуем сгонять в Bank of America, в группе Сакраменто нашли одного сотрудницу русскоговорящую, но трубку не берет. Попробуем сейчас съездить в тот офис, где она указана, на таксишке быстро на Uber. Посмотрим, что там скажут. В общем, в Bank of America там сотрудницы этой нет. Слава богу, мы не стали стоять в очередь. Я спросил у охранницы, которая по одному потихоньку запускает, знает ли она, есть ли сегодня на месте это менеджер. Она сказала нет, и что-то там про 3 недели. Ну, что-то там как. Понятно, что ее нет, но мы не совсем поняли, то ли ее не будет ближайшие 3 недели, то ли ее нет уже как 3 недели. В общем, в любом случае, банковская карта сегодня у нас обломалась. Идем из банка пешочком и осознаем, что нам везет с тем, что здесь так все в целом доступно сделано для пешеходов. По крайней мере, в тех местах, где нам пока что доводилось ходить, и ходить комфортно. То есть есть реально тротуары, все плавненько, мягонько, аккуратно, и климат замечательный, и белки везде. Так что где-то можно сэкономить на такси. На следующий день Коля удачно штурмовал Bank of America. Друзья, нам, похоже, повезло сотрудникам, все четко. Открыли банковскую карту по российскому заграну и водительскому удостоверению без подтверждения адреса. В общем, оформили банковский аккаунт, дебетовую карту, только карту вышлют по почте поручителю на адрес, который я указал. Но самая засада случилась там, где не ждали. Это невозможность установить приложение мобильное на iPhone, потому что российская учетная запись Apple ID, созданные в России, теперь здесь не работает. Мы пытались изменить регион, указывали местный номер, местный адрес. Impossible, но невозможно это сделать. Теперь предстоит морока, чтобы установить мобильное приложение. Предстоит морока с обновлением Apple ID, то есть это Mac, все телефоны, все придется отвязывать от iCloud, переносить данные. Твою... Ну это жопа.